Цена 6 тысяч рублей за килограмм. Это самый дорогой мед в России. Он дорог не только согласно прейскуранту. Мед для Башкирии больше, чем мед. Медовый оброк платили еще при Екатерине Великой. Сама же башкирская пчела гораздо старше. Настоящий башкирский мед премиум качества могут производить только настоящие башкирские пчелы. Так называемые аборигены, которые здесь миллионы лет жили. Сберечь жужжащих аборигенов взялись научные умы. При Республиканском центре Российской академии наук открылась уникальная лаборатория генетики башкирской пчелы. Здесь находится уникальная коллекция, более 10 тысяч образцов. То есть это самый большой в России банк данных медоносной пчелы. Это неправильные пчелы, совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Про правильных и неправильных пчел уфимские ученые рассуждают, опираясь на известные образы, но по-научному серьезно. Иностранцам-то этот мультик не объяснишь. Специалисты, конечно, очень хорошо знают. Конечно, хорошо разбираются, понимают, что такое, что разные породы пчел могут разный мед давать. Здесь без преувеличения трудятся, как пчелки, препарируя и выделяя ДНК из грудных мышц. Винни-Пух вообще сказал гениальную фразу, что правильные пчелы делают правильный мед. Но она была немножко другая, что неправильные пчелы делают неправильный мед, но мы уже от этого исходим к тому, что правильные пчелы делают правильный мед. Значение их работы мирового масштаба. Среднерусская порода, она же темная лесная пчела, единственный уцелевший дикий вид. Все остальные давно потеряли чистоту породы. Уникальность в том, что это, фактически, можно сказать, единственная популяция дикая, чистопородная, сохранившаяся на территории континента. Здесь, говорят, традиционный способ оценки морфометрический, по внешним признакам, несовершенен. Внешность пчелы может меняться, правильные гены нет. Где-то хоботок может удлиниться, где-то могут еще что-то. Вот. А геном он неизменен. В деревне Тау, это в сотни километров от Уфы, на генетику вся надежда. Раньше здесь был пчелосовхоз, теперь каждый сам себе пчеловод. Чистоту породы здесь берегут, чтобы башкирская пчела с покупными чужаками не скрещивалась. Иначе продуктивность падает. Хотя местная пчела та еще барышня суровая. Зато какой мед. У нее есть небольшой минус у этой пчелы. У нее злобливость довольно-таки высокая. Она себя больше уважает и не допускает таких моментов. Чуть не так сделала, она будет тебя жалить. В лаборатории говорят, с помощью селекции можно вывести и более добрую пчелу. Новая лаборатория действительно международного масштаба способна дать документальное подтверждение чистоты породы, а это уже подтвержденный качественный мед и выход на рынки Азии и стран Персидского залива, на который местные производители рвутся как пчелы на мед. Чистоту пчелиной породы поддержали на республиканском уровне. Этой весной власти планируют начать выдавать субсидии производителям меда на лабораторные анализы, закупку инвентаря и пчел, исключительно местных, чтобы правильные пчелы давали только правильный мед. Михаил Чернов, Сергей Скворцов, Екатерина Костюкевич, Владимир Хазов, НТВ, Башкортостан.